Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Будет ли встреча, будет ли свидание? Загадайте на мужчину, давайте вместе посмотрим. И я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Сделаешь вести. Итак, будет ли встреча, будет ли свидание? Ну вот она, лодочка. Видите, в лодочке двое. Ну точно будет, встреча будет. Тут по-другому и быть не может, да? Встреча будет. Во-первых, мужчина, видите, с подковой, он фартовый. Немножко бесшабашный, но фартовый. Ему везет. Везет. А мужчина по вам скучает. У мужчины есть такие мысли. Вернее, даже не мысли, а желания. Вас увидеть, с вами пообщаться, заглянуть в ваши глаза. Ему что-то нужно для себя выяснить, либо прояснить. Мне вот не нравится, что рядом с ним женщина, которая тянет к нему руки. Ну, либо он живет с этой женщиной, либо эта женщина имеет на него виды, постоянно тянет к нему руки. Но она к нему ближе находится, чем вы. Вот это, конечно, смущает. Но он к ней спиной. Да, несмотря ни на что, он к ней спиной стоит. Смотрит на вас, как будто бы откуда-то издалека смотрит на вас. Ему хочется превратиться в большую птицу и прилететь к вам. Но поскольку сделать он этого не может, ему ничего не остается, как чего-то ждать. Какое-то время должно пройти. Время. Смотрите, вы все разные, да, у каждого своя ситуация. Кто-то загадал на мужчину из интернета, кто-то загадал там на любимого из другого города. Кто-то, может быть, даже загадал на своего мужчину, который временно где-то вот отсутствует, да, куда-то уехал. Понятно, что вы все разные, отсыпка у нас общая. Мужчина, на которого вы загадали, он ждет какого-то времени. То есть то ли время должно прийти, то ли время должно пройти, да, для того, чтобы встреча состоялась. Подогнать, ускорить он не может. Это не в его силах. Где бы он сейчас ни находился, он как будто бы в опасности, да, потому что какая-то женщина постоянно тянет к нему руки. Как бы он там от нее не отворачивался, не закрывался, она рядом находится и тянет к нему свои цепкие руки. У женщины нет к нему любви, есть какая-то как выгоду она свою ищет, как шкурный интерес, как нажива, да, вот хочу за его счет, да, либо ох, мужчина хороший, надо брать, он там меня обеспечивать будет. Ну, либо это женщина, его жена, да, которая не хочет потерять доход, причем хороший доход, и она такая, хоть и не люблю, но пусть содержит, да, в таком ключе. Опять же, вы все разные. У мужчины в голове время. Время пройдет, либо время придет. И так можно прочитать. Какого-то он заветного часа X ждет для того, чтобы с вами увидеться, встретиться, либо обрести свободу от этой женщины. Может быть, вообще вырваться из того места, где он находится. Это да, он фартовый, маленькая подкова, то есть ему везет, и с вами ему тоже повезет. В его задумке ему повезет. Здесь вы четко показали, он выше, вы ниже, он вас за руку держит к себе туда, на высоту подтягивает. Скорее всего, это его мысли о том, что, может быть, вас к себе позвать, вызвать, да, чтобы вы к нему. То есть я не могу к ней приехать, пусть она ко мне приезжает. Но он понимает, что вы тоже, либо не можете к нему поехать, либо вы
в принципе, можете обидеться на такое предложение, сказать, почему я должна к тебе ездить. Ты мужчина, ты и приезжай. Но он думает об этом. Но либо не решается вам предложить, либо это просто такая у него фантазия, да. Как бы хорошо было бы, если бы она сама взяла, да и приехала бы, да, в таком ключе. Здесь одна лодка, вы вдвоем, то есть, будет встреча, по-любому будет. Только не могу вам срок сказать, но встреча точно будет. На этой встрече какой-то узел развяжется. Но узлы — это всегда проблемы, это всегда как претензии, обиды могут быть тоже узлами. И вот когда встреча у вас произойдет, узел большой возьмет, да и развяжется. То есть его просто не станет, он перестанет существовать, этот узел. Как вы то ли все выясните, полностью проясните, выясните, что между вами происходит, куда мы двигаемся дальше. Может быть, он вам там признается, как предложение сделает, да, может быть, вы ему что-то там ответите. Но видно, что узел развяжется. Это хороший знак. Сейчас вы в каком-то очень, таком дурном состоянии находитесь, как будто бы вы тоже ничем заняться по факту не можете, вы постоянно о нем думаете. И вам кажется, что он от вас отказался, что он потерял к вам интерес, что он не приедет, не придет, что встречи не будет. Какое-то упадническое состояние у вас. У вас дел очень много, а вы как и делать ничего не можете, потому что мысли в голове же не прикажешь. Вы постоянно думаете, причем думаете в негативном ключе. Здесь еще Скорпиона показывают. Скорпион. Либо вам кто-то внушает эти мысли, либо вы занимаетесь вот таким самоедством, да, сами себя кусаете, такими дурными мыслями запугиваете. Вам нужно прекращать этим заниматься. Вам нужно, наоборот, жить на полную, собой заниматься, своими делами заниматься, в чем-то себя найти, проявить, отвлечься вам нужно. Еще мне кажется, что между вами как будто бы связи нет. То есть вы не общаетесь, либо общаетесь как-то крайне сухо и редко. Может быть, даже какое-то официальное деловое общение между вами. Либо, в принципе, да, никакого общения нет. И вы живете догадками, поэтому у вас такое состояние. Вы не знаете, как он к вам относится, вы не знаете, что он к вам чувствует. Вы не знаете, в принципе, да, интересно я ему или нет. Да, вы все разные. Нет, вы ему очень интересны, он живет мыслями о вас, мечтами о вас. Он всеми фибрами души и тела стремится к встрече с вами, но он ждет просто какого-то времени. Что-то должно пройти, что должно закончиться, либо настать для того, чтобы встреча произошла. Мужчина то, что задумал, выполнил, да, он фартовый, встреча, свидание точно состоится. И эта встреча, свидание, она будет абсолютно какой-то необычной. Опять же, между вами все поменяется на этой встрече, на этом свидании. Поменяется. В лучшую сторону поменяется, не в худшую, не переживайте. Так, еще важный момент. Какой-то мужчина есть, который на вас глаз положил. Мужчина, который может вам все испортить. Как тайный поклонник, что ли, получается, да? Мужчина, который... Нет, он вам не нравится. А может быть, даже вы когда-то и были вместе с этим мужчиной, либо давали шанс, а мужчина как-то не очень среагировал, либо плохо поступил. Девочки, тут как проявления от этого мужчины пойдут в вашу сторону. Причем проявления достаточно дерзкие и резкие. То есть может вас за руку схватить, не знаю, что-то вам такое неприличное предложить. Как тайный поклонник вроде вышел. Если вам прям очень скучно, либо вы такая думаете, ага, я сейчас тебе вот этому загаданному отомщу, я там с другим пойду, не делайте этого, это будет роковая ошибка для вас. Если вы ждете именно того, кого загадали, дождитесь.
и не провоцируйте, не искушайте судьбу. А вот этот поклонник, ну он какой-то прям совсем ни уму, ни сердцу. Человек какой-то, ну вам не подходит, и счастья с ним точно не будет. Но он попытается вам все испортить. Не дайте этому поклоннику все испортить. Но опять же, не надо абы с кем ходить на свидание, не надо абы с кем иметь отношения. Если мужчина не нравится, значит, все. Извините, не в этой жизни. Вот, не стоит от, грубо говоря, там, злости либо тоски давать какому-то нелепому мужчине шанс. Иначе все испортит. Да, именно этот мужчина может стать для вас скорпионом. То есть больно вас ужалить. Из-за него могут быть какие-то серьезные проблемы. Может быть, даже с тем, на кого вы загадывали. То есть, да, тот, на кого вы загадывали, до него могут, например, слухи дойти, да, что вы с каким-то мужчиной там встречаетесь, общаетесь, на свидания ходите. И этот мужчина может тоже как-то, знаете, уйти в себя, да, не выполнить то, что задумал. Ну, посчитать, что вы там любите другого. Зачем мне проявляться, зачем мне приезжать, если она любит другого. Да, не искушайте и не провоцируйте судьбу. И еще, у вас какая-то мысль есть в голове. Мысль это плохая, это неправильно, так не надо делать. Либо это не принесет вам никакого результата. Мысли, которую вам подсказала женщина, как идею, либо она как поделилась, может быть, каким-то опытом своим, либо чужим. Вам это не подходит. Вам это, вот провокации, там, ревности, это вам не подходит. Не подходит, да. Так, ну что, подведем итоги. У вас встреча точно будет. Мужчина, на которого вы загадали, к вам абсолютно неравнодушен. Несмотря на то, что какая-то женщина рядом, он все равно стремится только к вам. Его сердце принадлежит только вам. Встреча неизбежна. Встречу эту очень хочет мужчина, и вы хотите. И сама судьба хочет, чтобы вы встретились. Да? Мужчине в этом повезет. Но встреча произойдет не сейчас, а через какое-то время. Через какое-то время. Здесь ждать не так уж и долго. Но нужно именно дождаться. Дождаться. Если у вас есть какие-то мысли, что вот я тебе покажу, я там с другим пойду, либо какие-то провокационные фотографии там, в социальные сети выложить там, с другим мужчиной. Откажитесь от этих мыслей, иначе эти мысли, действия, да, и мысли и действия могут вам навредить. Потом жалеть будете. Не надо. Лучше дождаться. И меньше пессимизма, займитесь делами. Займитесь собой, в конце концов. Не время грустить, а время действовать. От вас, девочки, сейчас ничего не зависит. Да и от мужчины ничего не зависит. Тут время какое-то должно пройти. Время X наступит, вот тогда вы и встретитесь, и о чем-то договоритесь. И узел, который, например, мешал, он исчезнет. Все у вас будет хорошо. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.